О них пишут книги, им посвящают песни, не забывают, конечно, поздравить и с профессиональным праздником. Об их нелегкой работе снимают фильмы, сериалы, а случаи из жизни обрастают легендами и становятся мифами. Кто же они? Кто же они? Действительно. Сегодня в нашей студии члены Ассоциации дальнобойщиков Якутии. Это Иван Александров и Михаил Таратоев. Доброе утро, уважаемые гости. Ну, вот в минувшие выходные состоялся День водителя, прошло такое знаменательное, наверное, для вас событие. И, собственно, мы с чем вас поздравляем, с прошедшим праздником. И хотелось бы немного спросить об ассоциации дальнобойщиков Якутии. Чем же она все-таки занимается, сколько в ее составе членов, ну и, в общем, какие мероприятия были посвящены в последний месяц? Ну, наша ассоциация организована в 2017 году. Уже второй год работает, руководит Дечковская Евдокия Акимовна. У нас ассоциация включает в себе представителей 19 улусов. Точное количество дальнобойщиков я не могу сказать. И ведется интенсивная плодотворная работа, ведутся праздники. Осенью проводили соревнования дальнобойщиков. Потом наши ребята поехали на Набережные Челны, там успешно участвовали. Что еще? В общем, активно собираетесь, проводите время, делитесь опытом. Иван Иванович, ну вот такой вопрос: дальнобойщиками рождаются или ими все-таки становятся? Вот в вашем случае. Я не знаю, наверное, становится. Все-таки становится? Да, как вы конечно. стали дальнобойщиком? Ну, я после армии учился в СПТУ номер 3, Марское СПТУ. После этого уже начал ездить и всю жизнь посвятил, так сказать. Ну, не жалеете, что именно в этой профессии всю жизнь ей отдали, Да нет, конечно, посвятили? работаешь на свое удовольствие. Ну вот, кстати, об удовольствии. Есть такое мнение, что жизнь дальнобойщика, она как романтика, и дорога — это сама романтика. Вот ваше мнение, действительно ли дорога, она романтична? Ну, конечно. Ну, когда молодой был, конечно, это романтика. Но сейчас с годами уже домой больше тянет. Иван Иванович, Домой к семье, Да. правильно? Сколько лет, кстати, за рулем уже? Ну, уже 30. Ничего себе, такой большой опыт, 30 лет. А самое, пожалуй, такое длинное расстояние, какое приходилось преодолевать, если помните? Может быть, он был не настолько длинный в километраже, да, а по времени его прохождения, север, трудные условия. Ну, самое трудное, так сказать, когда дорога конец зимника, когда выбираться в последние дни зимы. Когда с Новосибирска ехал, например, с Ускута до Мирного убирался, обычно ездили за 1,5 сутки, тогда ехал 9 суток. Вот это да. Михаил Григорьевич, а ваши воспоминания, какова она романтика? Самые какие-то необычные казусные ситуации? Да, может, самое Я интересное. сколько себя помню, да, хотел только стать водителем. Да. И после службы в армии учился в Верхнем Вилюйском СПТУ. Потом с 1986 года, сентября месяца, сел за руль на ГАЗ-53. И по сей день работаю водителем, дальнобойщиком. Водители-дальнобойщики, они, конечно, романтики. Есть у нас преемственность, наши дети работают. И я люблю свою профессию. Ваш сын, да, он работает тоже дальнобойщиком. Расскажите, как он пришел в эту профессию? Он, глядя на вас, может быть, вы его брали в рейс в свое время, и его это завлекло как-то? Да, он с детства ездил со мной на каникулах. И потом учился в Москве на экономиста, окончил, и потом говорит: папа, я буду работать только водителем. Как вы отреагировали? Нет, нормально. Нормально. Если говорить о недостатках и плюсах этой работы,
что можно видеть? Плюсов много, недостатков. Недостатки тоже есть. Несвоевременная оплата труда. Есть у нас большая проблема. А так, наша работа романтика. А вот я знаю, некоторые водители, да, это не обязательно касается дальнобойщиков, а в целом, да, водители любят ездить по ночам. То есть, говорят, ночью как-то более спокойно, никого нет, днем сплю, а ночью еду. В вашем случае, вот вы в свои рейсы в какое время обычно ездили? Днем, ночью, в какое-то время? Ну, когда молодой был, и днем, и ночью ездил. Ну, сейчас уже по расписанию ночью спать, днем ехать. То есть с возрастом меняются какие-то приоритеты, да? И вот, пожалуй, если очень коротко, чем отличается северный дальнобойщик, да, от принятого такого в Европе, да, дальнобойщика? Ну, я пример расскажу, например, с Челябинска я с двумя водителями ехал. Мгм. Но они к нам в Нюрбу приехали со мной через зимник и говорят, мы вот себя считали водителями. Вот, Вы настоящий водитель, да? да, Северные. да. Уважаемые Спасибо гости. вам за участие в нашей программе. Мы желаем вам отличных, хороших дорог, Спасибо. удачного Спасибо. дня.